Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем великого человека, оставившего без всяких сомнений неизгладимый след в судьбе, можно сказать, каждого из нас, но вообще всей нашей страны. Святой, равноапостольный, именно в таком чине его прославили князь Владимир, великий князь киевский, принявший крещение имя Василий, но который своей жизнью прославил имя Владимир, благодаря чему теперь некоторым из нас можно и его носить тоже. Человек, который был выдающимся политическим деятелем, конечно, своей эпохи, это понятно, со всеми вытекающими отсюда последствиями, с теми поступками, которые он совершал до своего крещения. Но нам важно, что он совершал именно после своего крещения, после своего выбора. Если отбросить всякую мифологию историческую, которая изобильно сопровождает все эти истории, довольно далеко отстоящие от нас на тысячи лет в прошлое, важны те вещи, которые можно утверждать без всяких сомнений. Хоть и политический выбор делал князь Владимир, тем не менее этот выбор был, во-первых, очень ответственным, потому что он понимал, что нужно тем людям, той стране, которую он возглавлял, хотя это еще не была великая страна, да, может быть, и страной ее еще нельзя было назвать. Тем не менее, он этот выбор делал осознанно и сделал его в первую очередь для самого себя. И своей жизнью засвидетельствовал, что для него христианство это не просто какая-то галочка, как говорится, в биографии, да, в портфолио что-то там собирается, как иногда делаем мы в современных наших условиях. Для него этот выбор стал в первую очередь личным. Выбор, который изменил его жизнь, изменил его поведение, в том числе как великого князя, возглавлявшего огромное количество людей, отвечавшего за них. Но известен тот факт, например, что он полностью отменил смертную казнь. Да, она вернулась потом, но вернулась уже после, так сказать, консультаций. Его убедили в том, что это невозможно просто этого избежать в государственных делах. Но его порыв был вот такой максималистский, как это часто бывает у неофитов, людей, которые очень буквально воспринимают все и притворяют это в своей жизни, что показывает, что это было действительно искренним желанием его. То, что человека качает, это очевидно. Но самое важное, что мы можем увидеть в его жизни, в его выборе и в чем мы можем каждый из нас взять пример, потому что понятно, что вряд ли жизнь каждого из нас можно сравнить с жизнью этого человека и по времени, и по той ответственности, которую мы несем. Но абсолютно точно есть та вещь, которая подходит каждому из нас. Это верность. Верность тому выбору, который был сделан и которому дальше этот человек следовал. Верность – это одно из качеств, которое так ценит Господь. Верность в большом, верность в малом. Мы помним все эти выражения: неверный в малом, неверный в большом. И вот это нужно помнить каждому из нас, и не только помнить, но и воплощать в своей жизни.
верность призванию, верность тому пути, который открыт нам, верность званию христианскому, которое мы приняли, когда совершали осознанно или неосознанно этот выбор, когда его делали за нас родители, или когда мы его делали уже во взрослом состоянии, принимая христианское крещение, крещение в Иисуса Христа. Пусть этот выбор и пусть этот путь, который открыл нам Господь, станет тем светоносным движением, которое освещает всю нашу жизнь, освещает в том числе и прошлое, выявляя все ошибки наши, в которых мы можем и должны покаяться, и самое главное, изменяя то будущее, которое по-настоящему принадлежит каждому из нас. По-настоящему, потому что когда человек этот выбор делает с Богом, то он обретает истинный смысл и истинную жизнь. Не жизнь придуманную, которую так часто мы этим занимаемся, придумывая себе эту жизнь, но жизнь истинную, которую дает нам Господь, источник этой жизни и Творец этого мира. Аминь.